наверное, мне бы хотелось еще и представить наш опыт, который, может быть, вам больше знаком, чем даже зарубежный в каком-то плане, но поскольку это как бы из первых уст в каком-то варианте, то я подумала, что, наверное, это будет важно. Ну и прежде чем мы перейдем к организации цикла естественно-научных предметов, потому что это является сегодня темой нашего разговора, конечно, нужно дать некий такой общий контент, собственно, что такое федеральные государственные образовательные стандарты российские и на что было обращено внимание и какие вот особенности этих стандартов у нас есть. Буквально очень быстро, действительно, несколько цитат. Мир, в котором предстоит жить нашим детям, меняется в 4 раза быстрее, чем наши школы. Ну и, значит, цитата нашего председателя Высшей квалификационной комиссии ВАК, значит, в новых условиях не может работать прежняя система образования. И не потому, что она плохая, а потому, что не соответствует реалиям современности. Ну и здесь мы просто видим, где находится личность по отношению, вот такие диаграммы, по отношению к тому, как выстраивается вот этот маршрут, через что проходит наш ребенок для того, чтобы получить целостную картину мира. Еще раз возвращаясь к теме информации, что информация практически преобразует, трансформирует личность и образ собственного «я», и образ человека, и образ мира. И мы сталкиваемся со сменой типа культурно-исторического наследия, о чем только что мы сейчас слышали нашего коллегу-профессора. Поэтому в новом государственном образовательном стандарте Российской Федерации в разработку стандарта положена целевая установка, предусматривающая переход от догоняющей к опережающей модели развития российского образования. Вот такой термин «опережающее образование» был привнесен известным академиком Урсулу украинским, который дал вот такое определение и связал его с понятием устойчивое развитие, потому что если мы не знаем, как будет выглядеть мир через какое-то время, то к какому образованию мы готовим, то есть к какой жизни мы готовим человека, поэтому наша модель должна носить опережающий характер. Значит, смена парадигмы, новая дидактическая модель, основанная на компетентностной образовательной парадигме. Сегодня об этом Лариса Юрьевна говорила. В нашем государственном стандарте этому посвящено довольно уделено очень много внимания. И для того, чтобы разобраться с этим, ушло очень тоже много времени на курсах повышения квалификации наших учителей, потому что, конечно, для нас это все новые термины. Хотя это не значит, что компетенции и компетентности с этими понятиями наши учителя не были знакомы. Но вот в контексте нового стандарта нужно было доработать понимание этого, поскольку это методологические основы разработки, которые лежат в основе разработки и подхода к новому стандарту. Значит, в основе нового стандарта лежит системно-деятельностный подход. Многие слышали и сегодня, что есть еще и футурно-деятельностный подход. Но вот, значит, наши ученые под руководством академика Осмолова, именно психологи, педагогические психологи, значит, команда, они все-таки настаивали на том, что в основе именно системный подход, но с деятельностным компонентом. Именно он дает нам возможность формировать готовность к саморазвитию и непрерывному образованию как цель, потому что мы хотим научить ребенка учиться, чтобы жить, учиться, чтобы общаться. Вы помните 4 позиции по отношению к слову «учиться». Это связано с национальными стратегиями многих стран, проектирование и конструирование социальной среды развития. И вот эта социальная среда в системе образования может быть как школьная среда, так и любая другая среда, где может происходить или проектироваться образовательный процесс. И здесь учитель волен выбирать ту или иную среду, которая позволит ему дополнить
нехватающие развивающие компоненты в его образовательном процессе. Я буду все время обращаться к учителю, потому что вы обратите внимание, что в наших стандартах большую роль в проектировании всего образовательного, индивидуального образовательного маршрута отводится непосредственно учителю. Это закреплено в законе об образовании, который принят в 2013 году в Государственной Думе и правительством. Поэтому это, конечно, для нас, учителей, потому что я себя тоже отношу как бы исторически к практику, к человеку, который все-таки всю жизнь занимался школьным образованием и работал в этой сфере. Я хочу сказать, что это, конечно, вызов. Это вызов нам, учителям, потому что мы не готовы к тому, чтобы быть хозяевами организации проектирования, моделирования образовательного процесса самостоятельно. И это вызов, который сейчас приняло педагогическое сообщество российское, потому что другого выхода нет, поезд запущен, он идет, и мы можем только по ходу дела что-то менять. Значит, и вот вы уже поняли, что направлено это на то, чтобы научить ребенка учиться, а значит, на то, чтобы активная учебно-познавательная деятельность сформировать у учащихся, и построение образовательного процесса понятно с учетом возрастных, психологических и физиологических особенностей учащихся. Фундаментальное ядро, такое понятие в нашем стандарте существует, определяет объем знаний, которыми должен овладеть выпускник школы, но не распределяет предлагаемое содержание по конкретным предметам и ступеням обучения. В основе системно-деятельностного подхода, как вы уже услышали, лежит идея развития личности через формирование универсальных учебных действий. Надо было бы выделить здесь, потому что универсальные учебные действия – это как раз тот сквозной компонент, который вошел в наш стандарт, из которого сегодня является камнем преткновения для понимания методологии проектирования стандарта, и на который сейчас потрачены очень большие усилия всех наших институтов повышения квалификации, чтобы все-таки люди понимали, что за этим стоит в рамках нашего стандарта. И чему же мы собираемся, то есть как мы собираемся образовывать, чему мы собираемся учить наших учащихся. Значит, стандарт ориентирован на результат, это личностные характеристики выпускника. Они предполагают некий такой описательный портрет выпускника основной школы. И здесь, посмотрите, пожалуйста, здесь ценностный компонент присутствует, да, значит, вот активно заинтересованно там познающий мир, умеющий учиться, осознает важность образования, самообразования для жизни и, главное, способен применять полученные знания на практике. А также это социально активные, уважающие закон и порядок, значит, нравственные ценности личности и осознающие свои обязанности, уважающие людей, правила здорового, экологически целесообразного образа жизни, безопасного для человека, внесены сюда, и ориентируются в мире профессии, понимающие значение профессиональной деятельности и так далее. И вот здесь у нас тоже звучит интересы устойчивого развития общества и природы, закреплено в стандарте, хотя ни концепции перехода к устойчивому развитию сегодня новой, обновленной у нас нет, но во всяком случае в стандартах это тоже закреплено. Какие отличительные особенности? Ну, прежде всего, значит, переход в образовании к стратегии социального проектирования и конструирования на основе системно-деятельностного подхода. И, как уже вот сейчас было отмечено, усиливается воспитательная функция образовательного процесса, что, конечно, для нас важно, потому что это прописано, и это не существует отдельно в контексте каких-то дополнительных программ воспитательного значения. Это то, что должно осуществляться при проектировании образовательного процесса. И посмотрите, пожалуйста, я не просто так здесь выделила перенос акцента в образовании с изучения основ наук, чем всегда, не грешила, но как минимум характеризовалась наша школа педагогическая и в данном случае образовательные, так выстраивались технологии и условия технологий, а на развитие универсальных учебных действий на материале учебных основ наук. Вот это очень важный момент, на который
И это так или иначе связывает нас с теми тенденциями, которые мы увидели в предыдущем моем выступлении в докладе. Ну, очень быстро, не буду останавливаться, просто хочу подчеркнуть, что, значит, требуется как бы 3 уровня освоения образовательной программы. Это личностные, на них обращается внимание очень большое, здесь и готовность, и способность к саморазвитию вы видели, мотивация к обучению, целеполагание, значит, гражданские позиции, ну и так далее. Не буду очень долго на этом останавливаться. Метапредметные, то, что новое для нас, у нас этого не было, то есть об этом говорилось, там, так сказать, обязательно, когда мы давали проектирование образовательных систем, но этого не было в закрепленном стандарте, сейчас это есть, метапредметный уровень результатов. Видите, метапредметные понятия, универсальные учебные действия, значит, способность их к использованию учебной познавательной деятельности, и вы видите, что это очень похоже на тот трехмерный алгоритм, который мы видели у наших западных коллег. И предметные, они тоже остались, но здесь нам более-менее с вами знакомы, хотя, опять же, значит, мы здесь можем акцентировать внимание на том, что виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета и, значит, проектные, социально-проектные ситуации. Я вам сказала о том, что у нас закреплено в стандарте значит, время на организацию проектной деятельности, и сегодня эти проекты должны так или иначе быть вписаны в образовательную программу, основную образовательную программу школы. То есть проектный метод мы закрепили. Это не какая-то уже, так сказать, фантазия или инициатива учителя, это тот элемент обязательный или компонент обязательной образовательной программы, который должен быть в каждой школе. Значит, механизм формирования содержания образования, остановимся немножко на этом. Значит, вариативность содержания, вот, и это действительно условие, которое обеспечивает возможность сосуществования различных подходов к отбору содержания, моделям и технологиям обучения. То есть мы закрепили, что вариативность как принцип имеет место быть. И дальше я немножко расскажу, что вот на нашей, естественно, научной области мы увидели в этом плане. Значит, в основной школе на основе базисных примерных программ, которые создают методические наши объединения разного уровня, в том числе и Российская академия образования, значит, предлагается создание системы вот таких вот курсов, которые могли бы, значит, могут они различаться и отбором и так далее, но это то, что школа может взять для примера, потому что выбор методического подхода, значит, отнесен к компетенции автора учебника, я об этом тоже чуть позже скажу, а курс выбирает учитель, предметник, если он, значит, это в его как бы приоритете. Тоже то, чего никогда не было, никогда это нам не спускалось, это всегда нам спускалось, как вы понимаете. Теперь каждое образовательное учреждение, значит, создает свою, я еще об этом скажу, свою основную образовательную программу, которая утверждает на общественном совете сначала школы, потом своего учредителя, значит, закрепляет, но ответственность лежит на руководстве образовательного учреждения. Можете себе представить вот такую интересную разворот событий, которые у нас сейчас происходят. Так что то, что у вас, скажем так, это вот одна сторона серьезных вопросов, над которыми нужно работать, а наш поезд уже пошел. Вот. Ну вот теперь немножко обратимся к предметной области, естественно, научные предметы. Здесь посмотрите, пожалуйста, я как бы
некие такие цели, которые должна обеспечить наша, значит, предметная область. Но вот опять же, очень на первом месте стоит формирование целостной научной картины мира. Мы сегодня говорили о том, что это очень важно, это принципиально, и это не просто знание по наукам. Да, посмотрите, пожалуйста, я даже бы сказала, что мы с вами не видим здесь, по сути, нигде разговора о том, что должны быть освоены определенные знания. Посмотрите, да, то есть мы видим здесь, что важно овладеть научным подходом к решению различных задач, овладеть умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать полученные результаты, чего не было никогда именно в наших предметах нашей области. Значит, сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными реалиями жизни, воспитание, понятно, ответственное отношение к окружающей среде здесь. Значит, задана такая интересная, введен, вернее, такой интересный термин, как экосистемная познавательная модель. Значит, нашей Российской академии образования, в частности, институтом обучения представлена на рассмотрение, значит, вот такая единица в модели, в системной модели, это экосистемная познавательная модель. Почему она появилась? Потому что вы, наверное, слышали о том, что ОБЖ и курс устойчивого развития у нас теперь в высшей школе, в старшей школе является одним из основных предметов. Да, у нас 4 основных, вот ОБЖ является основным. Поэтому нужно было показать, на какой концепции будет развиваться и строиться курс ОБЖ как основной в старшей школе. Поэтому появилась и была защищена и представлена вот эта самая экосистемная познавательная модель. С ней можно спорить, с ней можно ознакомиться. Посмотрите, что она вам, чем она вам будет интересна и нужна ли она вам. Вот. Ну, опять же, посмотрите, пожалуйста, осознание значимости концепции устойчивого развития у нас тоже здесь фигурирует. Ну и дальше уже как бы весь арсенал наук наших, которые здесь представлены, лабораторное оборудование и так далее, научиться получать точные измерения. Здесь все это есть. Еще раз хочу подчеркнуть, что в рамках новых федеральных государственных образовательных стандартов школа самостоятельно разрабатывает рабочие программы. Помимо того, что она создает свою основную образовательную программу на основе примерных базисных программ, которые предоставляют методические наши учреждения все, да, или которые оказывают методическую помощь, школа вправе и сама написать или сослаться на такую примерную программу, но выбор за ней, за школой. Значит, а вот рабочие программы непосредственно образовательное учреждение значит, пишет сама. То есть учитель, как вы понимаете. Значит, что из себя представляет? Очень быстро, не буду останавливаться, смотрите, здесь есть как бы определенные алгоритм написания, да, значит, цели, задачи, результаты, содержание и организация образовательного процесса. Значит, я уже сказала, что данная программа образовательная, да, реализуется образовательным учреждением через урочную и внеурочную деятельность. Наверное, слышали о том, что у нас есть введенный в стандарт часы внеурочной деятельности, то есть вот базовые обязательные предметы и внеурочная деятельность. Она тоже находится в структуре, в сетке школы, и школа может, образовательное учреждение, школа может, например, начать свой рабочий день с внеурочной деятельности, затем 3 часа будет основного содержания, будет содержание основной программы, затем снова заняться внеурочной деятельностью. Так, ну вот, значит, понятно, что будет подстроено под тип и вид образовательного учреждения, но вы, наверное, слышали о том, что мы, да, и, конечно, должна быть
преемственно по отношению к программе начального общего образования. Вы знаете, что стандарты начального общего образования у нас уже 3 года как внедряются везде, повсеместно. Средняя школа только что в пилотных экспериментальных программах, значит, у нас началась, а официально средние стандарты мы начинаем с 2017 года. Так что у нас немножко есть времени, чтобы как-то тут разобраться и потянуть. Ну и старшая школа дальше уже 18-20 года. Ну и, наверное, вы слышали о том, что с января месяца 2015 года наши школы практически не будут лицеями и гимназиями. Эти статусы снимаются, у нас будет образовательный, общеобразовательное учреждение, но там остаются еще кое-какие категории, при том, что даже школы, которые с особыми условиями, тоже будут приравнены вот к общим образовательным учреждениям. Так что вот такие у нас тенденции. Значит, программа отдельных предметов очень быстро мы с вами посмотрим. Опять же, что значит, как бы мы их там не проектировали, мы должны обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы, в которой прописаны 3 вида результатов, 3 уровня результатов. И обратить внимание, и везде идет серьезное обращение внимания на личные достижения учащихся. Это камень преткновения, потому что если межпредметные, предметные задачи и результаты учитель очень хорошо видит и понимает, как он может это отслеживать, потому что все-таки мы на это работали интегрированными курсами, интегрированными уроками, мы немножко понимаем межпредметные компетенции, то вот с личностными результатами здесь у нас, конечно, очень большой вопрос. И сейчас все усилия наших научных институтов и школ брошены на то, чтобы в рамках оценки качества образования большое внимание уделить личностным достижениям учащихся. Так, ну вот очень быстро есть структура, она прописана, ей нужно следовать. Значит, не буду останавливаться, просто как факт. В нашей области представлены 2 варианта возможных образовательных маршрутов, и на этом я хочу, конечно, обратить ваше внимание, потому что это очень важно. Здесь мы увидим с вами, что мы тоже сейчас нащупываем те шаги, которые позволят нам решать прежде всего выйти на результат наших стандартов, поэтому 2 образовательных маршрута. Первый маршрут, да, я хотела еще раз подчеркнуть, что одним из, собственно говоря, эффективных способов согласования предметов, курсов, модулей, что бы ни выбирал наш учитель, конечно, должен строиться на единой концепции построения и каких-то общих дидактических принципах, технологических и технологических принципах. И вот здесь нужно четко понимать, что эта концепция должна быть понятна прежде всего учителю, который будет выбирать ее. Поэтому первый наш вариант образовательного маршрута – это интегрированный курс естествознания, который, значит, предлагается как идея концептуальная в данном случае. Я здесь буквально просто остановилась на том, что этот курс продолжает начатые в начальной школе заложенные, значит, элементы интегрированного курса, значит, в таком предмете, как окружающий мир. Вот. Но мы, значит, в данной ситуации говорим о том, что это пропедевтический вариант, да. И здесь содержание курса естествознания представляет собой интегрированное изучение природы. Вот дальше не буду читать. Хочу просто сказать, что общее количество часов вот этого первого образовательного маршрута предмета естествознания, который начинается в 5 классе, вот 2 часа. Значит, наличие УМК обязательно, оно должно быть, значит, в соответствии с требованиями в ГОСа. И я привезла ряд элементов разных учебно-методических комплексов, которые отражают и первый
подход. И второй. Посмотрите, если нам нужно будет что-то дозаказать, значит, мы это с вами сделаем. Я уже сказала, что здесь важно увидеть, что же за концептуальная идея лежит. И здесь важно подчеркнуть, что интеграция предметов естественно-научного цикла выступает как формирующее начало единого информационного пространства, создающего условия для самоопределения учащихся. Ну и интеграция предметов способствует росту вариативности, личной ориентации, формированию целостности знаний учащихся о мире и профилизации обучения на старшей ступени. И здесь к вопросу о проектировании такой идеи, да, конечно, мы определяем цели курса, выбор основ интеграции, системообразующего стержня, создаем, собственно, структуры курса, обязательно оценки интегрированности содержания курса, организация процесса обучения по созданной программе обеспечиваем. Здесь у нас должна быть оценка эффективности данного курса, потом корректировка результатов, и это должно быть отражено в структурных компонентах программы этого курса. Для этого нам нужна объяснительная записка, учебно-тематический план, и содержание деятельности, и проверка результативности. И дальше уже, собственно говоря, отбирается содержание учебного материала. Содержание образования каждого урока и всего курса в целом строится вокруг стержнеобразующих структур нового курса. Это теории, законы, методы познания и так далее. То есть вот эти самые сквозные содержательные линии здесь должны быть определены. Это принципиально важно. Это вы понимаете, что с этим нужно работать, над этим еще все умы и практически научные должны думать, но что-то уже есть, и какой-то пример этого мы с вами можем из учебно-методических комплексов тоже увидеть. Ну вот я уже сказала, что такой комплекс называется «Линия жизни», и он уже утвержден, и какие-то вещи у нас здесь заложены, но тоже не все, что отражает концептуальная идея данного маршрута или данной модели. Второй вариант – это преподавание линейных курсов географии и биологии с 5 класса. Значит, здесь гораздо быстрее процесс шел, потому что он знаком, естественно, и здесь не так много обсуждений. Просто нужно полностью переосмыслить содержание этих линейных курсов или предметных курсов. Да, вот слово «линейный» нам не очень нравится, оно у нас здесь употребляется, но, может быть, оно ближе вам будет как предметные курсы или отдельные. Но когда-то вы помните, что в педагогике представляли многопредметные, однопредметные модели, смешанные модели. Да? Вот 3 таких было подхода к проектированию моделей. Ну вот что-то где-то между одномодельной и многомодельной, да? На основе интегрированных, на основе принципа интеграции. Поэтому вот здесь такой второй вариант, и такие учебники тоже сделаны в рамках подхода линии жизни, то есть это единый, ну, чтобы вам было понятно, меня спросили, что такое линия жизни, но это вот уже наши издательства, чтобы учителя могли понимать, куда они двигаются, ну, задали такое вот название. Эти учебники, эти учебно-методические комплексы, они идут по всем областям. И если школа выбирает линию жизни, то она выбирает определенные издательства, либо ДРАФа, либо Просвещение, у нас 2 издательства, основные, еще 4 дополнительные, которые разрабатывают учебно-методические комплексы. И чтобы им не потеряться, просто к этому уже дальше идут и смотрят. Да, любой учитель приходит, предметник, или тот, кто собирается там областями заниматься, и смотрит, где его учебники вот этого комплекса, чтобы не потеряться, потому что учебников-то много. У нас очень большой процент возобновления пошло тех учебников, которые использовались при старом стандарте, с некоторым, ну, чуть-чуть, так сказать, изменениями, потому что работать учителям надо, как они свои учебные программы будут делать, как они образовательные, само учреждение будет образовательные программы делать. Вот. Ну и, значит, здесь немножко еще раз напомнить о том, что развивающий потенциал, значит,
и целью образования становится общекультурное, личностное и познавательное развитие, то, что нужно помнить, и то, что здесь нам важно, и ключевая компетенция – это умение учиться. Ну и немножко о проблемах. Как вы уже поняли, из вот такого брифли, очень быстрого просмотра значит, наших стандартов и места, и как развивается наша с вами область, представленная здесь для обсуждения, конечно, идет разговор о том, что анализа концепции образовательных областей, подходы пока не единые, да, то есть мы не договорились о том, представлены некие концепции образовательных областей, но пока не договорились, и это еще надо еще над этим работать. Вот. Модульное построение курсов тоже неплохой подход, практически не использован, и неоправданно большое значение придается вот возврату к системе унифицированного содержания, конечно. Тоже это большой вопрос, над этим сейчас работают команды. Мало места уделяется наполнению школьного компонента. Он остался, ему очень мало места в школе, как бы над этим тоже нужно работать. Ну и, конечно, если мы говорим о том, что мы строим программу в новой парадигме, то, собственно, роль самого ребенка в построении своего образовательного маршрута, конечно, предельно низка, и при таком раскладе ни родители, ни ребенок не могут, по сути, влиять на те изменения, которые могут произойти в самом образовательном учреждении. Вот это вот тоже, как, так сказать, в качестве проблемы рассматривается. Ну и вот в связи с этим следующая проблема – это образовательные траектории, потому что если личностные результаты – это самое главное, то где же рассматриваются результаты и оценки этого. Вот. Ну и поскольку внеурочная деятельность сегодня тоже плохо проектируема, учителя используют дополнительные курсы, вот эти факультативы, которые всегда расширяли просто содержательное поле предметов своих, что совершенно не вписывается в новую парадигму стандарта и в новый стандарт. Над этим тоже нужно работать. Что это за внеурочная деятельность? Какая она должна? Как она коррелирует с проектной деятельностью и с основной базовой образовательной программой? Здесь, конечно, и на этом уровне интеграция тоже должна произойти. Поэтому интеграция все равно ключевое слово во всех элементах проектирования нашей образовательной системы в рамках новых стандартов.